Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодная семейная выплата – это новая мера поддержки, введенная с июня этого года для родителей с двумя и более детьми. О правилах назначения выплаты и первых результатах новой меры поддержки мы сегодня и поговорим. Гостья у нас в студии Марина Герман, управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Давайте напомним нашим зрителям основные правила все-таки назначения ежегодной семейной выплаты. Да, конечно, и прежде всего, кто может претендовать на ежегодную семейную выплату? Это у нас родители, опекуны, попечители, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Российской Федерации, имеющие двух и более детей, и также эти дети должны быть гражданами Российской Федерации и также проживать на территории Российской Федерации. Дети это до 18 лет, а если дети обучаются, да, или один из детей обучается, то на эту выплату могут претендовать в возрасте до 23 лет. Следующий момент, это очень важно, если родители официально работают и уплачивают налог на доходы с физических лиц. Ну, по крайней мере, если претендуют на выплату в 2026 году, то они, со своих доходов в 2025 году они уплачивали 13% со своих доходов. Следующий немаловажный фактор – это 1,5-кратный прожиточный минимум. В нашем регионе он составляет, по первой зоне северной это 46 993 рубля, и по второй зоне 39 361 рубль. То есть не превышающий вот этого 1,5-кратного прожиточного минимума имеют право. И еще одно условие – это если нет задолженности по алиментам. Угу. Ну а что учитывается все-таки в доходы семьи? Там, где платят налоги? Условно, зарплата в конверте, она... Естественно, да, она не будет учитываться, потому что доход это неофициальный и не был уплачен в 2025 году доход. Что касается, какие доходы учитываются, мы учитываем как движимое и недвижимое имущество, да, и в том числе все доходы, полученные в 2025 году. Что это за доходы? Это все выплаты, касающиеся трудовой деятельности, да, это заработная плата по договору гражданско-правового характера, в том числе пособия, выплаты, которые причитались в 2025 году родителям, которые претендуют на ежегодную семейную выплату. Также предприниматели, у которых с доходов был уплачен налог на доходы с физических лиц. Например, самозанятые или предприниматели, которые у нас уплачивают доходы, но не по налогу на доходы с физических лиц, удержания у них не было, то они претендовать не могут. То есть самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые на льготных налоговых условиях работали в 2025 году. Что касается пособий, там не все пособия учитываются, да, и поэтому мы проводим комплексную оценку нуждаемости для того, чтобы провести вот этот анализ. А вот по поводу оценки имущества семьи, понятно, что, например, жилплощадь, да, недвижимое имущество, и автомобиль же еще. Да, все верно. Что касается недвижимого и движимого имущества, здесь мы берем, то есть на семью стандартно это должна быть одна квартира, один дом, одна машина. Если семья многодетная, то там допускается 2 машины. Вот, и есть мотоциклы еще, да, которые может также учитываться при оценке имущества. Что касается площади, если больше одной квартиры и больше одного дома, это берется в расчет не более 24 квадратов на семью, если больше одной квартиры, да, жилплощадь делится, общая жилплощадь делится на членов семьи. И если это несколько домов, то там на каждого члена семьи может расчет браться только не более 40 метров квадратных. Еще учитываются земельные участки. Для городских жителей это не более 25 соток, для городских жителей, да, и если это сельская местность, то там не более 1 гектара. Вот такие условия для
претендентов, которые могут подать заявление. Ну а за месяц действия программы сколько уже человек получили выплату? Да, значит, мы начали свою кампанию, да, по приему заявлений с 1 июня. И вот буквально практически уже за месяц у нас получили 16 771 гражданин, более на 41 тысячу детей. И в суммовом выражении, да, это составило 837 миллионов. То есть мы выплатили на такую сумму ежегодной семейной выплаты. Ну вот, наверное, все-таки ключевое, что выплата семейная. А что делать, если родители в разводе? Ну, так или иначе, если родители, даже если они в разводе, все равно они имеют право, да, каждый из родителей, который работает официально, и я опять же повторюсь, что они уплачивали в 2025 году налог на доходы с физических лиц, имеет право претендовать с учетом всех детей, да, и от первого брака, и тех детей, которые уже в последующем были рождены, но при этом здесь учитывать нужно порядок отражения и учета алиментов. И если при разводе вот эти формальности, называется, да, мы их называем, что между собой не урегулированы или урегулированы. Если в судебном порядке урегулирована и сумма алиментов уже зафиксирована в судебном приказе, решении, то эта сумма, значит, в заявлении, при подаче заявления, она отражается. Если никаких не было судебных приказов, да, и сумма неизвестна по алиментам, то есть между собой супруги договорились по уходу, по содержанию детей, тогда мы берем среднюю номинальную заработную плату за 2025 год, она составляет 141 234 рубля, и уже, соответственно, по количеству детей отражаем эту сумму. Если двое детей, то это 1/3 вот этой средней номинальной заработной платы. А на 3 и более детей это 0,5 средней номинальной заработной платы. Но обязательно в заявлении нужно это указать. Если есть судебное решение, реквизиты этого судебного приказа, но если нет, тоже отразить эту информацию, и уже специалист при расчете учтет эту, ну и сама система будет рассчитывать и средней номинальной заработной платы. А так разведенные родители могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Тогда как подать заявление? Заявление можно подать через портал государственных услуг, через МФЦ, через клиентскую службу. И обращаем внимание, что заявление подается у нас до 30 сентября. И напомню нашим зрителям еще раз, что эта выплата в 2026 году, она будет выплачиваться за 2025 год. То есть дважды подать заявление не получится, да, и не предусмотрено. Заявление очень важно внимательно изучить и проставить все реквизиты, отразить всю информацию, чтобы это было правильно поданное заявление. Еще раз напомню, что прием заявления на ежегодную семейную выплату можно подать до 30 сентября. Есть же еще какие-то особые условия для сотрудников силовых ведомств? Да, все верно, потому что у нас сотрудники силовых ведомств, это и внутренних органов, да, и Росгвардии, и другие. Там у них особые условия и особая справка предоставляется. Эту справку, я скажу, что вот когда подают заявление на ежегодную семейную выплату, никаких справок не приносят, да, обычные граждане. А вот что касается силовых ведомств, там требуется донести эту справку. Это форма КНД 117-50-18, в которой отражается именно и довольствие денежное, да, и довольствие в натуральном виде. Поэтому эту справку мы просим донести в клиентскую службу. А так, надо сказать, что в рамках социального казначейства мы запрашиваем всю информацию по межведу, и все требуя необходимые документы нам приходят в электронном виде из самой системы. Есть еще что-то, на что нужно обращать внимание при заполнении заявки? Да, правильный вопрос. Вот по итогам уже одного месяца очень важно, да, обратить внимание на заполнение, во-первых, реквизитов документов.
номера, чтобы правильно по документам были, свидетельства о рождении, особенно паспорта. И если даже одна цифра неверно указана, система прочитает как это недостоверные сведения и будет отклонено заявление. Очень важно указать, вот как уже говорила, про реквизиты, если есть алименты. Ну и очень важно внимательно заполнить все графы каждого заявления. Особенно если есть военнослужащие, да, нужно указать реквизиты части, воинской части, и по контракту либо добровольщик, либо это срочник, нужно тоже отразить эту информацию в заявлении. Вот. А так мы говорим правильно и внимательно заполнить заявление. Ну да, пожалуй, это основное, на что следует сделать акцент. А где еще можно получить дополнительную информацию по семейной выплате? Может быть, прям в фонд к вам прийти? Ну, приходить не нужно, да, и если требуются какие-то разъяснения, конечно, мы готовы принять, и клиентская служба принимает. Сегодня поток населения, мы видим, увеличивается, особенно в городе Иркутске, в клиентскую службу. А так можно информацию найти на сайте Социального фонда России. У нас есть чаты нашего регионального отделения в МАКСе. Ну и всю необходимую информацию можно уточнить по номеру нашего контакт-центра 8 800 102 0001, и всю необходимую информацию именно по уточнению, да, по заполнению заявления, либо какие-то нюансы есть, и по этому номеру уточнить. Но также клиентская служба принимает наших граждан и работает, консультирует вместе. Я бы хотела еще остановиться на сроках заявления, чтобы граждане понимали, наши, да, заявители, что срок у нас рассмотрения заявления 10 дней, но в случае каких-то уточнений этот срок может быть продлен до 30 дней. Принятие решения именно, да, а выплата производится в течение 5 дней. То есть, ну, заявки принимают до 30 сентября? Заявление мы принимаем до 30 сентября, и поток населения мы видим, что очень большой. И хотелось бы еще обратить внимание, что заявления сейчас вот в самом начале подавали даже те, которые не уплачивали налог на доходы с физических лиц. Поэтому, соответственно, по заявлениям по их заявлениям были отказы. Поэтому говорим о том, что оценку сначала нужно провести. Имеете ли вы право, да, обязательное условие – это получение и оплата в 2025 году налог на доходы с физических лиц. Ну, таких граждан тоже можно понять, попытка, не пытка. И мы понимаем, да. Да. Марина Евгеньевна, спасибо, что пришли к нам, разъяснили всю эту информацию. Я думаю, что зрители сделают для себя необходимые выводы. Вы приходите к нам еще. Благодарю. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.